Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 106-93 одержал победу над Майами в шестом матче финала плей-офф и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Самым ценным игроком финального противостояния был признан форвард Лейкерс Леброн Джеймс. Для его клуба, который играл в финале впервые за 10 лет, это чемпионство в НБА стало 17-м в истории. По количеству титулов клуб сравнялся с рекордсменом в лице Бостона. Напомним, на пути к финалу баскетболисты Лейкерс поочередно обыграли Портленд, Хьюстон и Денвер с одинаковым результатом 4-1. Финальную серию против Майами они выиграли со счетом 4-2. Два матча Евролиги российского баскетбольного клуба «Зенит» не состоятся из-за случаев заражения коронавирусом в клубе. В данный момент известно о том, что в «Зените» болеет 8 игроков, а также один представитель персонала. В рамках третьего и четвертого туров Евролиги петербургский клуб должен был в гостях сыграть против испанских команд «Баскония» и «Валенсия». Проведение этих игр стало невозможным, так как у «Зенита» при сложившихся обстоятельствах не набирается минимальное количество баскетболистов, предусмотренное регламентом турнира. Россияне попросили руководство Евролиги перенести эти матчи. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Отметим, что в стартовых двух турах «Зенит» одержал 2 победы. Андрей Рублев поднялся на 10-ю позицию рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Отметим, что россиянин впервые вошел в топ-10 данного списка. На прошедшем открытом чемпионате Франции 22-летний Рублев дошел до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу. Рейтинг возглавляет серб Новак Джокович, который в финале минувшего Ролан-Гаррос проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, занимающему 2-е место. Тройку лидеров замыкает австриец Доминик Тим. Магнитогорский «Металлург» выиграл у столичного ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6-4. В составе хозяев льда шайбы забросили Андрей Чебисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев, Максим Карпов и Семен Кошелев. У армейцев отличились Павел Карнаухов, Марио Кемпе, Андрей Локтионов и Максим Мамин. «Металлург» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. Армейцы идут первыми на Западе, имея в активе 25 баллов. В следующем матче магнитогорцы дома примут омский «Авангард», а ЦСКА в гостях встретится с хельсинским «Йокеритом». Перейдем к событиям нашего региона. Якутский стрелок Рамир Николаев стал победителем Кубка России по спортингу. Очередной этап турнира прошел в Московской области. Как сообщает «Спорт Якутии», 14-летний Николаев не нашел себе равных в категории юниоров, выбив 175 мишеней из 200 возможных. В абсолютном зачете юный спортсмен занял 7-е место из 182 участников. Отметим, что ученик 9 класса школы номер 1 города Якутска Рамир Николаев является мастером спорта России. В текущем сезоне неоднократно становился победителем этапов Кубка страны. Якутские легкоатлеты завоевали 10 медалей на чемпионате России для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования, участниками которых стали более 300 спортсменов, прошли в Сочи. Представители сборной команды Якутии завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Обладательницей награды высшего достоинства стала Виктория Петрова, первенствовавшая в толкании ядра. Также в ее активе серебро в метании диска. Добавим, что благодаря успешному выступлению на этом старте она стала двукратной чемпионкой России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!